В 10:00 Октябрьский районный суд в сопровождении конвоя в зал заводят небезызвестного жителя Химаша Юрия Шорчева. Это последний процесс по делу о вымогательствах, в которых подозревали мужчину. Расследование резонансного дела началось еще в апреле 2009 года. В один из дней, а точнее ночей, руководство МВД объявило учение под названием «Вулкан-5». Усиленные посты милиции оцепили все районы города. Люди в форме, бронежилетах и с автоматическим оружием стояли буквально на каждом перекрестке. Учения стали не только отработкой профессиональных навыков стражей порядка, но и хорошим заслоном на случай попытки бегства подозреваемого Шорчева и его товарищей, которые являются фигурантами других резонансных уголовных дел, заведенных в том числе Следственным комитетом Мордовии. Открывайте дверь, милиция! Открывайте дверь, мы сейчас ломать будем. Сейчас по стеклам будем бить, открывайте быстрее. С 3 апреля 2009 года и по сей день Шорчев находится под стражей, ведь он обвиняемый еще по одному уголовному делу, которое рассматривает Верховный суд Мордовии о деятельности в республике организованной преступной группы «Химаш». Текущий процесс был основан на материалах, собранных следователями из МВД. Юрию Шорчеву вменялось 3 эпизода вымогательства, где потерпевшими проходят семья Арюткиных, Горелов и Кудашкин. По версии следствия, угрожая физической расправой, Шорчев в 2002 году потребовал семьи Арюткина, владевшей зданием торгового центра в поселке Луховка, магазинами и пилорамой, а также складскими помещениями, переписать всю недвижимость на него безвозмездно. Что касается потерпевшего Горелова, который владел автозаправкой у огней Саранска, то с него подсудимый Шорчев по версии следствия под угрозой применения насилия, а также уничтожения или повреждения имущества требовал выплачивать сумму в размере 100 тысяч рублей ежемесячно. По такой же схеме давили и на Кудашкина, владевшего в 2002 году небольшим кафе на юго-западе. Поскольку он действует согласованно с первым лицом, по ранее разработанному плану высказал Кудашкину заведомо незаконное требование передачи денежных средств в сумме 600 тысяч рублей. Высказанные представителям преступной группировки Шорчева незаконные требования передачи денежной суммы, сопровождающие угрозы, Кудашкин необоснованно воспринял как угрозу применения насилия над ним и его близкими, повреждение и уничтожение его имущества. И эти способы принуждения потерпевшего Кудашкина к выполнению требований представителя организованной группы последним был воспринят реально. Отчего, опасаясь приведения высказанных угроз в исполнение, Кудашкин был вынужден передать Шорчеву требуемую сумму денег. Из смягчающих дело обстоятельств суд зачитал положительные характеристики с места жительства и учебы обвиняемого, а также озвучил спортивные достижения Шорчева. Он мастер спорта международного класса по шахматам. Расследование уголовного дела было сложным, говорят в МВД. Пришлось обеспечивать государственную защиту некоторых свидетелей. У нас еще в 2006 году, когда еще по всей стране даже не говорилось об этом, мы уже тогда создали отдел по государственной защите, потому что именно с того времени мы ощутили определенный гнет преступных группировок в сторону свидетелей и потерпевших. И многие свидетели потерпевших просто боялись. А иногда даже понятых не могли найти для того, чтобы они поучаствовали в следственных действиях. Такой был страх. Поэтому мы провели комплекс определенных упреждающих мероприятий, и с учетом того, что практически все у нас устояло, все то обвинение, которое было предъявлено, данный гражданин был в них признан виновным, был вынесен срок наказания, то и отдел по государственной защите, и мы, я думаю, что, естественно, коллеги по правоохранительному блоку, кто нам помогал, это в первую очередь прокуратура, то мы здесь сработали довольно-таки неплохо. Оглашение приговора в Октябрьском суде по делу Юрия Шорчева заняло больше суток. В итоге утром 26 ноября Фемида зачитала результативную часть, где признала подсудимого виновным. Шорчева Юрия Валентиновича виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А и Б части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 года, преступления в отношении имущества и права на имущество Кудашкина, Арюткина В, Арюткина В, Арюткина ВП, Арюткина НЮ, Арюткина ЛК путем частичного сложения наказания окончательно определить к отбытию Шорчеву 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Если стороны не станут обжаловать приговор, отбывать наказание Шорчев будет в исправительной колонии строгого режима. А в пользу Кудашкина придется выплатить моральный и материальный ущерб в размере 1 859 тысяч рублей. Ставить точку в этой криминальной истории пока рано. Впереди долгий процесс в Верховном суде Мордовии по другим статьям Уголовного кодекса, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. Екатерина Имайкина, Александр Аносов, Григорий Денисов. Происшествие. 10 канал.